Таджики рискуют на всю зиму остаться без электричества. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему это может произойти. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всего самого нового. На Нурекской и Байзапинской ГЭС ведутся ремонтно-модернизационные работы. Так, на первом гидроагрегате Нурекской ГЭС ведутся работы по реконструкции гидроагрегата номер 2. Как сообщил главный инженер Нурекской ГЭС Субханидин Махмуд, согласно плану в ближайшие дни будут отремонтированы еще несколько гидроагрегатов электростанции. Отмечается, что на следующий день специалистам Нурекской ГЭС ведутся работы по подготовке станции к стабильной и беспрерывной работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Планируется отремонтировать котел системы отопления и горячего водоснабжения. Но как у нас все происходит в стране, ставят одни сроки, а скорее всего это будет намного позже. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. баробари сард шудани ҳаво дар баъзе аз минтақаҳои Тоҷикистон мардум аз камбуди барқ шикоят доранд. ин дар ҳолест ки мардум аз оғози лимити барқ мегӯянду мақомот пеш омадани чунин вазъро ба таъмири хатҳои барқрасон рабт медиҳанд. Заместитель начальника Байзапинской ГЭС Таджидин Зайнидинов сообщил, что отремонтированы 1, 2, 3 котлы и части станций горячего водоснабжения и отопления. Также было отмечено, что для обеспечения безопасности рабочих на буксирных дорогах Чашма-Байгази и Байгази-Аби хранится 30 кубометров противоскользящего материала, 500 километров соли, 5 тонн дизельного топлива и 2 тонны бензина. По его словам, также второй генератор электростанции в настоящее время находится в ремонте. Стоит отметить, что Байзапинская ГЭС является частью Вахшского каскада ГЭС и расположена в 32 километрах ниже Нурекской ГЭС. Это второй по мощности гидроузел в стране. Установленная мощность станции составляет 600 мегаватт, 4 агрегата по 150 мегаватт. С годовой выработкой электроэнергии в 2,5 миллиарда киловольт-час. В эксплуатацию станция введена в 1986 году. Как вы думаете, не должны ли эти работы проводиться летом? Ведь в более поздний прохладный период это что опасно, а что есть риск остаться людям без электроэнергии. И в холодную пору это заметно как никогда. И также рассчитывать на ответственность нашего правительства не приходится, потому эти сроки решения всех проблем могут быть намного дольше перенесены, и есть риск остаться без электроэнергии вплоть до самых сильных холодов зимы. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!